добра, любви, процветания. С вами снова канал Элайф. Меня зовут Карина. Мы с вами находимся в Калининграде на эстакадном мосту. Вот так вот вид с него. И этот мост был построен в 1972 году. Его построили для удобства, естественно. И он прокинут над островом Канта. Здесь есть вот такие пешеходные спуски. Можно спускаться здесь, чтобы пройти на остров Канта через мосты. Либо можно спускаться по центральной лестнице, которая будет вести прямо к кафедральному собору, что мы с вами и будем делать. Но перед этим нужно посмотреть вид с этого моста, потому что это очень красиво. Панорама впечатляет, я вам честно скажу, даже зимой. Хотя зимние развлечения в Калининграде отличаются от летних, потому что вот сегодня мы с вами пойдем в музей кафедрального собора. Хотя могли бы очень много гулять. Но летом мы гуляем, да? А зимой, когда вот сегодня самый холодный день, на улице +1, естественно, гулять не так приятно. Вот смотрите, какая панорама открывается. Там вот виден кафедральный собор с моста. Синагога видна. Ее недавно построили. Новая синагога она называется. И, конечно, вот мы сейчас просто пройдемся по мосту. Тут машины ездят. А потом пойдем в помещение, чтобы согреться. Вот такой вид. Сейчас покажу. Тут у нас голубые ели растут. Канал, вот пароходик ходит маленький. Он, как сказать, экскурсионный. Такая экскурсия в Калининграде стоит, по-моему, 450 или 500 на человека. Экскурсия длится около 40 минут или часа, вот так. Вас катают тут по всем каналам, рассказывают историю Калининграда. Но также, если вы приехали самостоятельно, без тургруппы, вот вы кроме этого судна можете также пройти к Южному вокзалу или проехать, дождаться ретро-трамвая, он называется Дювак, но билеты на него покупаются заранее. Вот, заранее в музее. Но если вы купите билеты, дождетесь трамвая, сядете на него, то вас провезут по определенному кольцу и тоже будут много рассказывать. Вообще лучше и то, и другое посетить. Вам будет познавательно про Калининград узнать. Много нового и интересного. Вот так. И посидите в хорошей компании. Плавать интересно. В трамвае тоже интересно. Потому что он весь такой старенький. Внутри все фотографиями уделано. Так что обязательно посетите. Вот там шар строится около музея Мирового океана. Огромный. Вот мы дошли до острова Канта, до кафедрального собора. Вот сейчас дорожка уже на кафедральный собор. Сейчас посмотрим вид отсюда. Вот какой вид. На острове Канта, естественно, устроили Новый год вовсю. Вот такая панорама. Ну и давайте пройдем туда. Спустимся вниз. Естественно, и остров Канта, и рыбная деревня.
задекорированы для Нового года. Потому что весь Калининград сверкает, и как же такое замечательное место в городе будет без елок, фонариков. Это нереально. Мне очень нравится здесь гулять в любое время года. Потому что здесь действительно приятно, красиво, хорошо. Интересно. Потому что обязательно встретишь что-то необычное. Или людей необычных, или какое-то что-то будет происходить яркое. Поэтому, конечно, нужно посещать такие места обязательно. Но если вы приедете летом или весной, или осенью в Калининград, здесь всегда будет какая-то особенность, которая будет отличать время года. Весной в Калининграде очень много цветет цветов. И когда вы гуляете просто по Калининграду, даже если никаких мероприятий не проходит, вы любуетесь кучей цветов. Летом обязательно будет кто-нибудь петь или продавать стритфуд. Это тоже интересно, потому что фестиваль стритфуд — это представление кофеен, ресторанов, когда вы можете попробовать на улице какую-то особенную еду, огромные креветки, например. Осенью тоже бывают фестивали стритфуд. Также летом и осенью праздники рыбы проходят. Вот здесь сейчас катают на пони. Большой снеговик стоит. И запах глинтвейна. И запах глинтвейна, да. И не только глинтвейна. Вот. Пахнет, конечно, потрясающе. Жаль, что нельзя передать через камеру. Вот столики стоят. Можно покушать тоже стритфуд у нас здесь. Все есть. Все самое вкусное, хорошее, свежее, приятное. Так, что предлагают? Гамбургеры предлагают, да? Бургеры. И горячие напитки предлагают тоже. А вот здесь можно развлечься и сфотографироваться, сунув голову. Там выпечка. Здесь тоже можно сфотографироваться в телевизоре. Вот видите, детей фотографируют. Красота. Красота — это мое слово паразит. Вот какое вот у людей, да? Какое бы оно могло быть? Всякое могло бы быть. Кто-то блин говорит, кто-то фигня. А я красота. Да и все. Красивый, красота. Видимо, мой словарный запас позволяет использовать такое слово паразит. У нас кафедральный собор. Тут кормят голубей почему-то печеньем. Ред чили, представляю. Уже название само за себя говорит. Горячий мексиканец. Ну, горячий мексиканец тоже за себя говорит. Собачки ходят, естественно. Тут гриль и тортилья. Видите, даже зимой на улице не скучно нисколько. Уже и не холодно. Все согрелись уже. И мне нисколечко не холодно. Потому что мне приятно. Я попала на фестиваль еды уличный. Все здесь красиво и хорошо. Походили, побродили. А теперь нам надо идти к кафедральному собору. Вот он какой высокий. Между прочим, большая часть его сохранилась, но реставрации, конечно, он подлежал после войны.
Но спаслись тут люди, он горел. Люди спаслись из-за стен там. Даже экскурсоводы вот рассказывают, что в каком-то помещении были заперты люди, но не погибли все. Выжили. Вот. Но все равно, конечно, был момент, что разрушены была тут тоже какой-то киоск стоит. А вот там туалет, платный общественный туалет. Ну, чтобы люди, которые гуляют здесь, могли сходить. Как-то, когда подходишь ближе, уже понимаешь, какой он огромный, этот собор. Давайте пройдем в него. Там есть где погулять бесплатно немножечко. И есть где платно. Музей кафедрального собора. Вот, если проходить, можно пройти сначала сюда. Вот так. Пройти сюда. И вот здесь есть у нас вот такая выставка фотографий. Вот. Здесь фотографии, какие здания в Ленинграде сохранились, а какие уже совсем исчезли. И, естественно, какие сохранились фотографии раньше и фотографии сейчас. Вот такие вот сделаны стекла здесь. Написан год 1286. Дальше в соборе есть храм небольшой, куда можно зайти и помолиться, свечу поставить. Здравствуйте. Здесь концертный зал. Так, мы перед входом в музей. Давайте заходить. Так. Собор не побили. На него ориентировались, на самом деле, здание на остров, он загорелся от всех домов, вокруг него построили. Огонь перекинулся на крышу собора, она рухнула, и здесь сгорела огонь. Их было два огня всегда, потому что собор не отапливали, сейчас у нас отопление есть. И были перепады температур, еще и влажность большая, море рядом. И когда один требовал ремонта, орган,
Кафедральный собор центр движения жителей. Здесь не только молились, здесь проходили бывали общенациональные студентам, которые окончили Балтийский федеральный университет имени Канта. И оркестр у нас есть, но там, правда, 60 музыкантов уже. То есть все то же самое отношение происходит. Разобрали на кирпичи эти здания. Это как выглядел Кёнигсберг во времена Канта. Раньше был построен замок. Мы его видим тоже на карте с внутренним двором. Огромное сооружение. Построили его по инициативе немецкого Тевтонского ордена. Немцы пришли сюда из Германии. Произошло это в 1254 году. Первые отряды сюда пришли, на эту землю. Во главе них находился чешский король Отакар II Пшемысл. Мы его видим на коне, на печати. Здесь жили пруссы. Языческие племена, были они очень воинственные, совершали набеги на соседней территории Пруссы. Первое упоминание о них относится к IX веку исторических источников. Они занимались земледелием, торговали пушниной, янтарем, молили священных рощах своим богам, поклонялись, например, богу Геркулесу, богу молний, кремировали своих умерших и хоронили вот в таких погребальных урнах. И они воевали. Устав от этих набегов, рыцарь воин в белом плаще, светский рыцарь, это более знатные роды, рыцарь монах, это городской арбалетчик. По среди поляков сюда пришли рыцари в 13 веке.
Здесь собраны банкноты стран мира. Всех. Так интересно. А вот здесь собраны монеты. Очень много монет. Каких только нет. Бюст Канта. Костюм. Вот так раньше ходили, одевались. Вот география. Какое платье. Потрясающе. Вот когда написано «входа нет», сразу же хочется взять, открыть дверь и посмотреть, а что там. Правда ведь? А что там? Смотрю, там шкафчик с книгами наверху. Только вот залазить туда нельзя. А вот здесь мы видим иероглифы. И что же они означают? Это каллиграфия. Свиток на японском языке. Ткань, бумага, тушь. Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Кант. Критика практического разума. 1788. Здорово.
Ну вот, закончилась наша экскурсия самостоятельная в музее. Мы все посмотрели, мы везде побывали. Картина огромная. И пора спускаться с небес на землю. Мы вышли из кафедрального собора. Тут у нас, опять же, мини-версия Калининграда до того, как он стал Калининградом, Кёнигсберг. И прогуляемся дальше в рыбную деревню. Пойдем. Это самые такие красивые, замечательные места в Калининграде, где все всегда гуляют, несмотря на время года, несмотря на погоду. Вот собор сбоку. Тут у нас всегда деревья растут. Там синагога, вот ее видно. Синагога новая. А вообще раньше в Калининграде было много синагог. Очень много. И во времена войны их все разрушили. Что очень жаль, потому что здания-то красивые были. Вот. Но вместо основной, которая была здесь самая главная, построили вот эту синагогу, которая есть сейчас. И открыли ее вот совсем недавно, получается, открыли. Вот. Давайте посмотрим. Тут вот обязательно торговые ряды есть, торгуют сувенирами из янтаря. Тут очень много, конечно, этим торгуют. Вообще, сначала здесь еврейская община образовалась в 1671 году. То есть это было очень давно. В Калининграде есть некоторые поверья, так скажем. Если вы приехали в Калининград и пришли в рыбную деревню, вам нужно найти вот этот мост, на котором мы сейчас находимся. Вот у нас рыбная деревня. Вот у нас рыбная деревня. Вот синагога. Вот канал реки Приголя. И вот этот мост вы найдете. И на мосту нужно найти Хомлина. Хомлин — это что типа гнома такого. А вот, когда вы его найдете, его нужно потереть и загадать желание обязательно. Вот он. И загадать желание. Самое свое заветное. Сейчас я загадаю. Спасибо. А вообще его каждый раз одевают. Странно, что он сегодня не в вязаной одежде, ни в шапочке, ни в шарфике.
потому что очень часто мастерицы что-то для него вяжут. Это для них традиция. Также на мосту замочки вешают для новобрачных, но их больше всего на том мосту, который дальше. Мне нравится здесь. Здесь очень хорошо. Тут вот опять на лошадках кто-то катает. Очень хорошо. Вот всегда, видите, чайки, там лебеди плавают. Уточки часто бывают, плавают. Нет, мы уже покатали. А вот здесь очень известная кофейня с пирожками, такая маленький киоск с пирожками. И очень вкусные пирожки продают. Вот так она выглядит сзади. Красиво украшена. Мне нравится. Люди катаются на лодке, птицы кружат, вот уточки плавают, там лебеди. Вот они, лебеди. И очень много птиц здесь. Чайки совсем близко. Давайте их снимаем. Да ты моя хорошая. Не бойся меня, не бойся. Голуби. Сейчас мы полезем на маяк, но не знаю, получится ли у меня. Я дико боюсь высоты. И вот он какой высокий, я не представляю, смогу ли я забраться. То есть, если я не смогу, то не серчайте на меня. Потому что я очень боюсь всего такого. Высоты особенно. Полезли. На маяк залезть стоит 100 рублей. Никому не жалко, потому что все боятся. Поэтому так дешево. Вот здесь фотографируются. Это памятник, ну, как же вам сказать-то, проститутки. Вот. Ну и все с ней фотографируются. Так вот, так в жизни бывает. Вот. Вот наш маяк. Вот вход в маяк. А рядом все фотографируются еще вот с этим мужчиной, который сидит с обезьянкой. Ему нужно потереть руку и нос. И обезьянке можно нос потереть. Еще ему ботинки трут. И тогда будут деньги обязательно. Как разбогатеть? Приезжайте в Калининград, потрите дяденьку. И все у вас будет хорошо. Тут магазин. И нужно купить билет на маяк. 2 билета, пожалуйста. 2. Подожди, ты точно, да? Четвертый этаж. Спасибо большое. Там турникет. Не нужен посел лучше. Ну, пошлите наверх. Взбираться будем на высоту. Это винтовая лестница. Здесь 3 этажа занимает Мадам Буше. Ресторан, вот он, французский. Если нам удастся в него попасть, то хорошо. Если нет, ну нет. Вот. И дальше идет музей стекла. А потом маяк. Наверх туда надо лезть. Все выше и выше. Просто покажу ресторан. Вот такой ресторан здесь.
Мы дошли до турникета. Вот он. Нужно опустить карту и заходить. Вот это музей стекла. Я капитан. Поднимаемся наверх. Вот, я уже тут. Здесь свежо, хороший воздух морской. Речно-морской. А, проще простого. Поверь. Давай, давай, давай. Держись, все хорошо. Нет, все, дальше не лезем. Мы вот здесь станем. Вот здесь смотровая площадка. Здесь очень страшно уже. Вот. Я рядом. Ку-ку. Там ветер прям и дует, Ку-ку. и мне холодно и страшно. Здесь наоборот. Свежий воздух. Не могу я. Стеклом огорожено. Самое страшное место здесь. Где? Вот здесь сейчас стою. Дальше иди и все. Вот уже стенка. Вот смотри на стенку с правой стороны. С правой, не с левой. Правая рука это, которой ты держишь перила. Ставьте правую, левую. Я не могу. Давай, давай, давай. Вов, ну подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 ступенек. 8 ступенек цели. Давай. Очень страшно. Смотри сюда, не смотри туда. Не могу. Сюда смотри. Вов, пожалуйста, не надо. Здесь вообще Я классно. не смогу пройти. Здесь классно. Вот Здесь смотри. классно, но я не могу пройти. Вот, смотри, здесь устойчиво все. Здесь стены. У меня все плывет. Хорошо. Пусть плывет. Отпускай. Вов, я не могу пройти. Почему? Не знаю. Мне очень страшно и все. Сделай шажок вперед. Сделай шажок. Ты не в ту сторону смотришь. Вот, все. Вот мои ноги. Музыка заводная. Давай, еще шажок вперед. Все. Шажок. Один шаг. Развернись. Нет, нет, не в ту сторону шаг. Вот в эту. Давай, 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 давай. Давай. Вот птица счастья с этой стороны. Я ее уже вижу. Я не хочу угрожать. Не надо. Еще шаг. Нет. Шаг. Нет, мама. Давай сюда. Нет, не в ту сторону. В эту сторону. Давай, давай, давай. Давай. Вова, я не могу здесь оставаться. А, не надо оставаться. Поднимись сюда. Я не могу, Вова. Почему? Я боюсь. Я боюсь. Давай.
Вот такой сегодня у нас был день приключений. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Alive, и меня зовут Карина.